Галина Данчикова посетила Хангаласский улус. Депутат Государственной Думы приняла участие в выездном совещании. Обсуждали тему содействия занятости населения. В частности, озвучили предложения по изменению правового статуса граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство. Также вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Все подробности у Виолетты Засимовой. На выездном совещании также присутствовали представители профильных министерств. Первым выступил председатель Госкомитета по занятости населения республики Степан Москвитин с предложением признать часть граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, самозанятыми гражданами и отнести их налогоплательщикам на патентной системе налогообложения. Сейчас этот вопрос достаточно сырой. Так, Галина Иннокентьевна порекомендовала, собрать экспертное сообщество. Это, конечно, будет и Министерство сельского хозяйства, это, конечно, и налоговые органы, пенсионные органы и так далее, и юристы, правовики, чтобы этот вопрос мы еще более глубоко рассмотрели и проработали с точки зрения, как говорится, чтобы не навредить, а чтобы у людей, занимающихся личным подсобным хозяйством, была альтернатива для легализации. Сегодня действительно это очень большая проблема. Далее была озвучена проблема безработных граждан из отдаленных населенных пунктов, которым затруднительно дважды в месяц выезжать в районные центры занятости населения для прохождения процедуры перерегистрации, чтобы получать пособие по безработице. Согласно федеральному госстандарту, пособие предоставляется только при личном обращении граждан. В связи с этим было выдвинуто предложение предоставить региональным властям право самостоятельно определять государственные услуги в области содействия занятости населения, что позволило бы решить данную проблему. Таких удаленных населенных пунктов в целом по республике 211 населенных пунктов. Так, и, конечно, это требует корректировки федерального законодательства. Так. Следующей темой совещания стал доклад заместителя председателя Госкомитета по занятости населения Гаврила Харлампиева о мерах содействия занятости инвалидов Республики Саха-Якутия. В ходе его обсуждения всплыл ряд проблем, связанных с учебно-производственным комплексом трудовой реабилитации в Якутске. Этот комплекс вот уже более 20 лет не только производит местную продукцию, но и единственный по республике обеспечивает работой людей с ограниченными возможностями здоровья. Галина Данчикова настоятельно рекомендовала обратить внимание профильных министерств на материально-техническую базу и систему охраны труда учреждения. Там сегодня работают люди с инвалидностью. Там сегодня вы должны разобраться, что куда там сдается, и то, что вы говорите там частное, да, они разделились на какие-то ООшки. Но имущество, которое есть, огромное имущество, там много помещений, да, они находятся в госсобственности. И вот этот вопрос, он, собственно говоря, я еще пока не затрагиваю тему вообще безопасности работ в этих помещениях, коллеги. Вот, честное слово, это будет потом ваша чья-то ответственность. Вот вы все пытаетесь как бы от него абстрагироваться, от этого учреждения. Это неправильно. Подведя итоги совещания, Галина Данчикова вместе с главой Хангаласского улуса Гаврилом Алексеевым отправилась на осмотр объектов в городе Покровске, а позже провела прием граждан. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.